Он просто ту свою ущемленность в детстве, он посчитал, что виноваты в этом вообще чуть ли не весь народ. И потом, в дальнейшем, даже у него были такие выражения, что «я вот в детстве страдал, теперь вы все будете страдать». В первой части интервью наши гости рассказали о себе и первых годах правления Ниязова. Сегодня мы услышим о том, как и почему Ханамов и Шейхмурадов перешли в оппозицию, об их работе, предшествовавшей событиям ноября 2002 года. Первые, самые люди, которые ему могли бы оказать в этом деле препятствие, это был председатель Кабинета министров Ахмедов Хан Ахмедович, его первый зам Чариф Атачарович. Он избавился от них. Одного отправил послом в Турцию, другого отправил послом в Иран. И когда он начал действительно уже единолично принимать решения, не согласовывая это ни с кем, его вот эти действия начали уже многих людей раздражать. Один из первых, который прореагировал на его такие действия, это был Кулиев Абдукулиевич. Он тогда был вице-премьером и министром иностранных дел. Он, подав в отставку, первый перешел в оппозицию и покинул страну. Вот. Второй волной было это уже 1994 год. В 1994 году он уже от других министров, заместителей своих избавлялся, чтобы, как говорится, вокруг него было окружение только те, которые ему, как говорится, преклонялись и беспрекословно только говорили «есть» и выполняли. В число второй волны попал и я. Будучи председателем Госнаба, Госнаб упразднили, и он меня отправил послом. Практически это было, как говорится, ссылка для меня, так как в Туркменистан я мог выезжать только с его согласия. Только когда, вот, допустим, на День независимости приглашали всех послов, или на Халк Маслахаты, когда надо было принимать более какие-то важные решения. Ну, в год, короче говоря, 2, максимум 3 раза мы могли в те приглашения максимум быть неделю в Туркменистане, а потом опять уезжать, как говорится, на свое рабочее место. Даже министр иностранных дел не имел права разрешить таким послам, как я, приезжать в Туркменистан, а мог разрешить только сам Ниязов. В 2000 году у меня умер отец. Это совпало как раз с концом рабочей недели, была суббота. До Ниязова невозможно было дозвониться, чтобы получить разрешение вылететь на похороны. Ну, родственники нашли Шейхмурадова, он тогда был вице-премьер, министром иностранных дел, и он разрешил мне вылететь. И потом, когда уже мы с Шейхмурадовым были в оппозиции, он мне рассказал, что тот момент, когда он разрешил мне туда приехать, потом он получил огромные упреки со стороны Ниязова. Почему он здесь? Он, говорит, сказал, ну у него же отец умер. Ну и что, говорит, я же ему не разрешал приехать. В более поздние годы, когда уже было принято на Халк Маслахате, было обсуждено и Рухнама, и эта книга стала чуть ли не как святой книгой наравне с Кораном. Вот. И самая последняя, как говорится, капля, которая переполнила нашу чашу, это когда он уже избрал сам себя, будем говорить, пожизненно президентом. Вот тут уже мы поняли, что тут уже нечего ждать последующих выборов, и как бы смены до конца его жизни не будет, что надо предпринимать и делать какие-то другие шаги. И в те годы уже, в начале 2000-х годов, и попал, как говорится, в опал
его вице-премьер, министр иностранных дел Борис Шейхмурадов. Ну, это неудивительно, потому что у него никто из вице-премьеров и вообще из приближенных людей, насколько бы он не был приближен к нему, они никогда не бывают, как говорится, вечными любимчиками или просто вечными доверяемыми людьми. И он его сначала там в Туркменистане сделал послом по особым вопросам, а потом вообще отправил послом в Китай. Вот, и мы с ним были в контакте, связывались и советовали, что надо что-то делать, что-то предпринимать. И когда в 2001 году на десятилетие независимости очередной раз всех послов созывали для принятия участия этого празднования десятилетия независимости, я до того, как еще получили приглашение, получил информацию о том, что когда мы туда прибудем, в том числе и прибудет и Шейхмурадов, он будет арестован, так как против него подготовлен компромат. Я эту информацию передал Шейхмурадову. Он, безусловно, через свои каналы проверил, убедился в этом, и когда уже нас всех созвали в Ашхабад, то он прилетел в Москву, но в Ашхабад не прилетел. И правильно сделал, иначе бы его прямо тогда бы арестовали, там, сфабриковав о том, что он там занимался чуть ли не распродажей оружия, самолетов и так далее. Но это все, как говорится, на такие дела Ниязов и в его главе правительства наше, как говорится, были изощренными изобретателями, так как могли выдумать что угодно и очернить кого угодно. Вот, например, и меня тоже обвиняют в том, что, работая в Госнабе, я вроде там проворовался. И я работал в Госнабе с 2001, то есть с 1991 по 1994 год. В середине 1994 года меня уже он отправил послом. И потом, уже когда я ушел в оппозицию, тогда меня начали обвинять, что в тот период, когда я работал в Госнабе, я там проворовался. Это был уже 2002 год. Значит, 8 лет я не был еще вором, и стоило мне только перейти в оппозицию, я тут же оказался проворовавшимся, и что меня надо было осудить и посадить. Когда уже Шейхмурадов не вернулся, и он тут же буквально 1 ноября 2001 года объявил о том, что он не приедет в Туркменистан, что он себя складывает полномочия посла и что он открыто переходит в оппозицию. Вот. Потом, после того, как он перешел в оппозицию, я вернулся в Турцию, мы с ним были в контакте и наговорили, что через некоторое время и я перейду, вернее, сложу себя полномочия и перейду в оппозицию. Я в МИДе Турции прямо рассказал, что очень много моментов, где приходилось, как говорится, сглаживать действия Ниязова в отношениях между Туркменистаном и Турцией. Я сказал, что я очень старался многое сделать, чтобы между двумя странами были нормальные, хорошие отношения, но, к сожалению, с действиями Ниязова это делать с каждым годом тяжелее. Я поэтому складываю себе полномочия и перехожу в оппозицию. Для турецкого правительства это было, конечно, тоже очень неожиданно и впервые в истории, как говорится, в их дипломатической жизни. Вот. И я, честно говоря, хотел остаться в Турции, потому что там удобнее было бы встречаться со своими земляками, своими соратниками, так как в Турцию можно было без визы приехать к любому нашему гражданину. У меня был бы хороший контакт с Туркменистаном, из-за этого я хотел остаться там. Но турецкое правительство, подумав, сказало, что
извините, мы этого не можем вам разрешить. Если вы здесь останетесь, то Ниязов, безусловно, пойдет на самые крайние шаги. Я говорю, я прекрасно понимаю, и после этого я перебрался, как говорится, в Европу. А до того, как я еще сложил в себя полномочия, когда уже Шейхмурадов перешел в оппозицию, мы договорились создать народное демократическое движение Туркменистана за рубежом и создать сайт оппозиционный Гундагар, который и сегодня успешно работает благодаря его семье. Вот так было создано оппозиционное движение. 2002 год был очень активным в работе нашего движения благодаря Шейхмурадову и его активности. И на самом деле те публикации, которые были на сайте, хотя сайт в Туркменистане был блокирован, но даже за рубежом, особенно в Турции, в Европе, в России, распечатывались выступления, которые публиковались на Гундагаре. Особенно очень много было выступлений, разоблачающие деятельность Ниязова, какие беззакония он творил, как нарушались права человека. Но это все делалось не только для того, чтобы доводить до сведения Туркменистана, они и так знали, но это надо было и для того, чтобы международное сообщество это поняло и увидело. Все те факты, которые скрывались. Я считаю, что за год была проделана очень большая работа, и действительно народ поверил о том, что можно пойти за таким лидером, как Шейхмурадов, и действительно можно изменить режим в Туркменистане. За год, который прошел с момента его заявления о переходе в оппозицию, и до ноября 2002 года он посетил целый ряд зарубежных стран, он встречался с зарубежными политиками, он был в Соединенных Штатах, в Европе, там проводились круглые столы. Он опубликовал в российской и зарубежной прессе большое количество своих статей, в которых он объяснял, какие планы преследует его политическая деятельность в качестве представителя оппозиции Ниязова, какие планы они преследуют. У него появилось достаточное количество людей, в том числе и зарубежных политиков, которые поддерживали предложение об отстранении Ниязова, потому что налицо были факты коррупции правящих кругов туркменских, но налицо были факты нарушения прав человека в Туркменистане. И поэтому он имел очень большую поддержку именно в европейских странах, в Соединенных Штатах, ну и в том числе, конечно, в России. Я думаю, что та работа, которая проводилась, в том числе и в Туркменистане в этот период, потому что поступали сведения о том, что люди очень недовольны ситуацией в стране, что там 9-летнее образование школьное, отмена пенсий, низкий жизненный уровень, все это вот собранное воедино говорило о том, что в народных массах уже зреет недовольство Ниязовым и утешением населения о том, что Туркменистан следует правильным курсом, что в Туркменистане растет рождаемость, что в Туркменистане растут заработные платы. Этому на самом деле никто не верил, потому что люди видели, что на самом деле происходят абсолютно противоположные процессы. Поэтому в стране тоже формировались сторонники Шейхмурадовой и обсуждались вопросы о том, каким образом будут осуществлены планы Народного демократического движения. Я знаю, что в программе
был заложен так называемый переходный период. После того, как Ниязов сложит свои президентские полномочия, безусловно, о физическом устранении речи не шло, и все, возможно, несколько идеалистически к этому вопросу подходили те люди, которые планировали вот эти вот акции народного возмущения, акции народного протеста, не учли того, что Туркменистан насквозь был пронизан вот этой системой спецслужб. Она имела очень широкое распространение внутри страны, и в каждой организации, на каждом предприятии были осведомители, которые сообщали о том, что там где-то люди говорили, что да, нехорошо, надо Ниязову, надо менять власть, надо отстранять Ниязова. И я думаю, что эти слухи доходили до самого, естественно, Сапармурада Ниязова, который понял, что, в общем-то, его власти грозит какая-то опасность, и нужно предпринимать какие-то встречные, превентивные меры, что, в общем-то, и произошло 25 ноября.